Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на уроке Родиноведения. Тема урока – природа Кыргызстана. Сегодня на уроке мы поговорим о природе Кыргызстана. Узнаем об особенностях некоторых озер, о рельефе местности. Познакомимся с ледниками республики. Девиз урока. Наша задача – природу познать, тайны разведать и разгадать, быть любознательным, наблюдательным и сохранять красоту обязательно. Кыргызстан – страна, в которой 94% территории занимают горы. Потрясающие ущелья, где яркая зелень травы и елей сочетается с кристально чистым горным воздухом и грохотом бурных рек и водопадов. Природа Кыргызстана прекрасна и неповторима. 88 горных хребтов на территории Кыргызстана. 87 из них – это Тянь-Шань. Страна небесных гор и цветущих долин. Название Тянь-Шань в переводе на русский язык означает «небесные горы». Так их назвали за красоту и величие. На юге нашей страны протянулся Чон-Алайский хребет. Он принадлежит другой горной системе – Памиру. Горы – это неровные участки земной поверхности, которые сильно возвышаются над окружающей местностью. По высоте различают низкие, средние и высокие горы. Тянь-Шань относится к высоким горам. Самая высокая вершина этих гор – пик Победы. Высота 7439 метров над уровнем моря. Самый протяженный в длину хребет – Какшаал-Тоо. Протяженность около 400 километров. Чаще всего горы расположены рядами, горными хребтами. И высокие, и низкие горы, и холмы имеют одинаковые части: подошву, склоны, вершину. Подошва или подножие горы – это место, где гора начинается. Вершина – самая высокая часть горы. Между вершиной и подошвой располагаются склоны. Высоко в горах располагаются сырты. Сырт – холодная,
полупустынная равнина. Зимой Сырты почти бесснежны. Это прекрасные зимние пастбища. Чабаны пасут на них отары овец. Среди гор синеют озера и горные реки. Самое большое озеро страны – Иссык-Куль, что в переводе означает «горячее озеро». Вода в Иссык-Куле не замерзает зимой. Иссык-Куль входит в тридцатку крупнейших по площади озер мира и на 7-м месте в списке самых глубоких озер. Расположена в северо-восточной части республики между хребтами Северного Тянь-Шаня, Кюнгей-Алатоу и Терскей-Алатоу. Озеро Сары-Челек – живописный высокогорный водоем, который считается одним из самых красивых озер на западе Кыргызстана. На кыргызском языке название Сары-Челек означает «желтая чаша». Это пресноводное озеро. По мнению ученых, оно возникло 10 тысяч лет назад в результате крупного горного обвала, который породило сильное землетрясение. Озеро Мерцбахера. Горное ледниковое озеро в восточной части Центрального Тянь-Шаня. Между хребтами Тенгри-Так и Сары-Джас. Лежит в слиянии северной и южной ветви ледника Энилчек и питается таянием вод. Озеро названо в честь немецкого географа Готфрида Мерцбахера. Экспедиция, под руководством которого открыла озеро в 1903 году. В Кыргызстане насчитывается более 8 тысяч ледников и вечные снега, протянувшиеся на 8100 квадратных километров. Составляют около 30% общей площади Кыргызстана. Непосредственно ледники составляют 4% территории страны. Самый известный из ледников – Энилчек, состоящий из северной и южной частей, расположенных на пике Победы и на пике Хан-Тенгри. Это горный массив на востоке Тянь-Шаня. Некоторые ледники расположены в непосредственной близости от Бишкека. Например, ледник Аксай и ледник Адыгене в национальном парке Ала-Арча. Все ледники Кыргызстана содержат 580 миллионов кубометров воды. Количество достаточного для того,
чтобы накрыть 3-метровым слоем воды весь Кыргызстан. Главным источником воды в реках является талая вода с многочисленных горных ледников. Многие реки не являются судоходными из-за сложного рельефа русла и быстрого потока. На территории Кыргызстана насчитывается более 2000 рек. Их общая протяженность составляет около 35 тысяч километров. Самой крупной является Нарын. Она тянется на 600 километров по Кыргызстану и еще более 200 километров по соседнему Узбекистану. Нарын образована слиянием двух одноименных рек в ледниках центрального Тянь-Шаня. Большой Нарын зарождается в озере, расположенном у языка ледника Петрова. А малый Нарын создают ледниковые воды хребта Джетимбель. Говоря о природе Кыргызстана, нельзя не упомянуть о ее обитателях. В Кыргызстане обитает около 500 видов животных, 300 видов насекомых, 335 видов птиц и 49 видов рыб. Многие животные и растения занесены в Красную книгу Кыргызстана. Например, снежный барс, цветок айгуль, орлан белохвост и лебедь кликун. И еще много других животных и растений. Помните, что надо любить и беречь природу, заботиться о животных, не оставлять мусор в местах отдыха, чтобы не загрязнять природу. Наш урок подошел к концу. Названия каких рек, озер, ледников в Кыргызстане вы знаете? Что вы о них знаете? Найдите интересную информацию про озеро Иссык-Куль, реку Нарын, ледники республики. Узнайте, какие животные и растения занесены в Красную книгу Кыргызстана. Расскажите о своих открытиях родным или друзьям. Вы молодцы, ребята! До свидания, до новых встреч!